Давай, давай, Рыбаков, давай, молодец! Арач! По маршруту соревнования! Вперед! Здравствуйте, любители танкового биатлона! Я Дмитрий Губерниев. С подмосковного полигона Алабино мы продолжаем рассказывать вам о третьем чемпионате мира. 13 стран участвуют в этом году. Первые экипажи сборных уже сразились друг с другом в индивидуальной гонке. Давайте вспомним, как это было. В первой группе, где собрались одни фавориты, пока никаких сюрпризов, мы наблюдали равную борьбу. Немного вперед вырвалась Армения, Китай на втором месте, на третьем Индия. У Сербии в своем заезде безоговорочное лидерство удивил Таджикистан, дебютант состязаний. При абсолютно холостой стрельбе таджикистанские спортсмены финишировали вторыми. Первый экипаж сборной России не оставил никаких шансов своим оппонентам по группе, обогнал Монголию и Анголу на 2 круга. Несмотря на дождливую погоду, у наших ребят достаточно чистое прохождение трассы, единственный просчет на последнем огневом рубеже. Не было равных в своем заезде экипажу Казахстана. Ничего не смогли ему противопоставить спортсмены Киргизии и Кувейта. В номинации «Самое непреодолимое препятствие» явно лидирует Брод. Сразу 3 танка ушли под воду. Отличились Венесуэла, Монголия и Киргизия. Ну и самая неуловимая мишень пока на третьем огневом. Там промахнулись 8 команд. И вот какой пока расклад в общем рейтинге. Экипаж Казахстана лидирует. Россия пока на второй строчке. За нами плотно идут представители Армении, Китая и Индии. Итак, в первом заезде Казахстан на зеленом танке, Киргизия на красном, Кувейт на желтом. По условию соревнования. Вперед! Казахстанские спортсмены начинают. Напомню, в индивидуальной гонке экипажи стартуют не одновременно, с интервалом в 1 минуту. Порядок определен жеребьевкой. Без сучка и задоринки. Теперь впереди загрузка боеприпасов. И посмотрите, как технично действуют танкисты на этой самой загрузке. Всего лишь несколько секунд, и они готовы к стрельбе. Первый огневой рубеж. Мишень имитирует вражеский танк, у команды всего 1 выстрел. И особая сложность. Наводчик-оператор не знает, где именно ждать мишень. Она может появиться на любой из 3 дальностей. 1600, 1700 или 1800 метров. Видят цель спортсмены? В самый краешек попадает сержант Дмитрий Алькенов. Молодец! Засчитано! Красный! Казахстан продолжает свою работу, а это Киргизия. Красный киргизский танк на змейке выглядит очень неплохо, я бы даже сказал безупречно. Напомню, в этом году чемпионат состоит из 2 этапов: индивидуальной гонки и эстафеты. В индивидуалке участвуют по 3 экипажа от каждой страны. В итоге будет составлен общий рейтинг сборных. 8 лучших коллективов получат путевки в эстафету. В полуфинале отсев продолжится, и только 4 команды, 4 страны сразятся в финале. Казахстан, видимо, не собирается останавливаться ни перед чем. Быстро, в стиле Усейна Болта, преодолевает Брод. Первая стрельба у Киргизии, и уверенно наводчик-оператор пробивает в левую девятку. Меткое начало, солидное. Кувейт вступает в гонку. Последнее место заняла сборная этой страны в прошлом году. Но неделю назад первый экипаж стал 8-м в рейтинге. Это здорово. Посмотрим, что покажет этот состав. Пока парни достаточно легко проходят змейку. А Казахстан на скоростном участке. Здесь опытные механики развивают предельные для машины скорости. А вот на других участках трассы скорость может стать роковой ошибкой. Позже мы расскажем вам о настоящих секретах танкистов. Киргизия забирается на 7-метровый курган. Почти замирают парни на пике. И все-таки танк
перекатывается через холмик. Сборная Киргизии – одна из самых молодых команд чемпионата. Некоторым танкистам едва исполнилось 18 лет. Но киргизы советуют соперникам не делать скидку на возраст, ведь опыта у них не по годам. Старшие танкисты делятся с нами своими примочками, поэтому и в таком возрасте мы готовы потягаться с фаворитами. А от неудач сборную оберегает можжевельник. По давней традиции, именно это растение отпугивает злых духов. И перед каждым заездом киргизы окуривают свой танк, чтобы ничего не помешало показать лучший результат. По крайней мере, выше прошлогоднего 7-го места. Тем временем вздымается земля на огневом рубеже. Это палит пушка кувейтского танка. Бац-бац мимо. Первый штраф 60 секунд к общему времени. Последим за желтым танком. Впереди коварный поворот. В этом году туда положили бетонные плиты, и посему танк может сильно занести. Гусеницам практически не за что цепляться. Сцепление с бетоном в 4 раза меньше, нежели с грунтом. И вот посмотрите, как заносит представитель Кувейта. Столб пыли поднимается за танком, но в последний момент механик-водитель выруливает. Казахстан приближается к эскарпу. Здесь нужно притормозить механику-водителю. Что он и делает абсолютно правильно. Несладко придется экипажу, если на всех парах столкнуться с мощной бетонной плитой. Кувейт тем временем, похоже, забыл об очередном повороте. Танк вылетает на обочину и здесь уже с трудом разворачивается. Чтобы вернуться на трассу, бесстрашно переехал ограничители механик-водитель. Проблемы у команды на поворотах можно объяснить. На родине они тренируются на танках Т-80. Там коробка передач автоматическая, а у машины состязаний Т-72Б3 механика. И, видимо, не может пока экипаж из Кувейта приноровиться вовремя переключать передачи. Тем временем казахи на подступах ко второй стрельбе. Второй огневой рубеж. Стрельба из зенитного пулемета «Корт» калибра 12,7 мм. Поразить нужно одну мишень, которая имитирует вертолет противника. Ее высота 3 метра 20 сантиметров, а ширина 3 метра 30 сантиметров. Цель появляется на высоте 12 метров от уровня земли и на расстоянии 900 метров от танка. Стрельбу на этом этапе, в отличие от других рубежей, ведет не наводчик-оператор, а командир. В арсенале экипажа 20 патронов. Если цель так и осталась не поражена, то команда получает штраф. 60 секунд к общему времени. Казахстан открывает огонь по мишени. Пока промахивается, и посмотрите. И вот от злости командир бросает пулеметную ленту на землю. А ведь это грубое нарушение техники безопасности. Патроны-то боевые. При ударе могут взорваться. Отчаянный жест командира стоил его команде 1,5 минуты штрафа. И это к минуте за промах. Но тренеры говорят, психологическая подготовка танкистов здесь, на чемпионате мира, имеет решающее значение. И только что мы в этом убедились. Огонь! Огонь, красный! Тем временем представители Киргизии на втором огневом. Быстро прицелился командир и безжалостно поразил цель. Браво! Почти полкруга Киргизия проигрывает Казахстану. Но мы помним, что уже 2,5 минуты штрафа заработал зеленый танк. Так что у киргизов хорошие шансы на лидерство в этом заезде. Ну а тем временем красный танк мчится к броду. Неужели рискнут войти в воду на полном ходу? Напомню, на полигоне здесь Киргизия уже утопила 2 танка на тренировке и в гонке первых экипажей. Но сейчас вот мы видим все-таки, обжегшись на танковом молоке, подули на танковую воду. Притормозили, вошли аккуратно и осторожненько вынырнули.
В вертолет целится командир кувейтского танка, старший лейтенант Хади Аль-Аджми. Очередь! И нет, не расплывется в довольной улыбке командир. 60 секунд штрафа принес он команде. Ну а тем временем Казахстан готовится к последней стрельбе. Мишень имитирует расчет ручного противотанкового гранатомета. Она самая маленькая на трассе. Всего лишь 85 на 85 сантиметров. Стреляет наводчик-оператор. И вот практически последним патроном наводчика обрушил все мечты мишени на долгую и счастливую жизнь. И посмотрите, какую скорость набирает танк. Похоже, это максимальная передача. Но вот определенно своим результатом казахи пока недовольны. И практически не отстает Киргизия. Красный танк легко взбирается на эскарп. Безупречно проходит Косогор. И теперь решающая стрельба. Киргизам нужно торопиться. Мы знаем, в биатлоне стрельба не в своем темпе очень часто разочаровывает и спортсменов, и тренеров. На командном пункте волнение, это понятно. Но вот, несмотря на спешку попадания, прекрасная стрельба на последний третий круг. Спортсмены этой страны выходят вообще без промахов. Это очень серьезная заявка. И только за счет скорости удается Казахстану обогнать Киргизию в этом заезде. В итоге отрыв приличный, больше чем 2 минуты. Третье место у Кувейта. Ну а сейчас, друзья, давайте вспомним самые драматичные эпизоды этого заезда. В пылу от злости командир Казахстана бросает на землю ленту с боевыми патронами. Крепче за баранку держись, шофер. Кувейт на ходу осваивает механическую коробку передач. Я доволен тем, как отработал мой водитель. Он один из лучших в Кувейте. И сегодня показал отличную работу. Внимание, промежуточные результаты индивидуальной гонки. Удается второму экипажу Казахстана пододвинуть коллективы Китая и Индии. 4-ю позицию этот экипаж занимает. В тройке лидеров по-прежнему первые экипажи Казахстана, России и Армении. У нас второй заезд, танковый биатлон. Сразу 4 команды сейчас выступят, 2 из них дебютанты. Таджикистан и Никарагуа. Но мы помним, что их первые экипажи показали себя как очень сильные соперники, даже для опытных представителей Венесуэлы и Сербии. Так что ждем настоящего сражения. По маршруту соревнования! По маршруту соревнования! Вперед! Вперед! Стартует Таджикистан. Смотрите, как грациозно зеленый танк исполняет виражи на змейке и направляется к первому огневому рубежу. В прошлый раз, кстати, не заладилось у стартового экипажа сборной со стрельбой, у первого экипажа. Ни разу парни по мишеням не попали. Ну, посмотрим сейчас. Ждем выстрела. И... неудачно. Пока не удается Таджикистану прервать сухую серию. Красный танк Венесуэлы на загрузке боеприпасов. Подгоняют механика-водителя латиноамериканцы, торопятся, видимо, хотят взять реванш. Неудачно ведь для них сложилась прошлая гонка. Затопили танк в воде. В итоге финишировали только последними. Ну а Таджикистан тем временем как раз у водной преграды. Осторожничает механик-водитель. Смотрите, танк как будто перед купанием в море водичку потрогал. Все-таки решил окунуться. Но машина на трассе. Спасательные круги не пригодились. В бой вступает команда Никарагуа. Не быстро, но главное, без потерь пока проходят змейку на синем танке парни. Вот они уже догоняют соседей по континенту на огневом рубеже. Медлит со стрельбой Венесуэла. Уже 3 минуты потерял красный танк. Технические проблемы у наводчика-оператора. Похоже, не получается замерить расстояние до цели. Уже вот техничка, как мы видим, отправилась на помощь.
Но, похоже, разобрались сами венесуэльцы, пальнули из пушки прямо в яблочко. Молодцы! Ну а вот теперь уже представители Никарагуа, обратим на это внимание, никак не могут разобраться с орудием. Таджикистан не изменяет своей тактики молниеносной езды. Почти на полкруга парни из Таджикистана опережают своих оппонентов. Смотрите, как рассекает по трассе 46-тонная машина. Чуть ли не ФУЭТ сейчас сделал танк на Колейном мосту. Начинается гонка для сборной Сербии. Будто нежно обнимает каждый столбик. Чисто и быстро проходит змейку желтый танк. В прошлом году сборная Сербии заняла лишь 8-е место. Не по зубам оказалось испытание на физподготовку. Но в этом сезоне от него отказались, и балканская команда рвется в финал. Отличный настрой. Готовы биться за результат. За результат сербы скорее стреляют. На огневые рубежи у них большие надежды. Специалисты включают Сербию в золотую шестерку фаворитов чемпионата. Сначала лучших из лучших выявили в подразделениях, а после со всей Сербии отобрали лучших из лучших из лучших. Хотели бы привести больше, но, увы, правило. Венесуэла пытается сократить отставание от Таджикистана. Рискованно дрейфует на повороте, а вот перед Бродом притормаживает. Не хотят, разумеется, венесуэльцы повторить судьбу своего первого экипажа. И очень, как мы видим, аккуратно, надежно преодолевают водную преграду. Никарагуа только сейчас выпускает снаряд, и этот выстрел как близнец венесуэльского. В то же самое место нанес удар мишени наводчик-оператор лейтенант Дарвин Перес Гутьеррес. Зеленый танк тем временем легко преодолевает первый косогор. Осторожно подъезжают к эскарпу. Раз, два, три. Эскарп, Таджикистан, пройди. Скарабкиваются ребята на препятствие. Ну, точнее, машина, конечно, но ребята-то в машине. И первая стрельба у Сербии. Моментально прицеливается экипаж. Огонь! Точно! Бросается в погоню за соперниками желтый танк. Если проанализировать результаты, становится очевидно, что очень важно стрелять не только метко, но и быстро. Никарагуа не рискует оспаривать тактику других коллективов, и тоже только на второй передаче ныряют они вброд. И прямо как крокодилы в водах Амазонки переправляются на другой берег. И только сербский экипаж, единственный в этом заезде, решается преодолеть брод на полном ходу. И все получается у балканской команды. Второй огневой рубеж у Таджикистана. Короткими очередями стреляет командир танка, старший лейтенант Широс Юлдошев. И все-таки целехонька мишень. Пока мимо. Вполне возможно, кстати, удар на Колейном мосту повредил прицелы. А вот сербы буквально в спину дышат никарагуанцам, и решительно балканцы идут на обгон. Поравнялись с синим танком. Но нет, латиноамериканская команда не сдает свои позиции. Посмотрим впереди. Коварное препятствие, Колейный мост. Очень драматичный момент нашей сегодняшней трансляции. Колейный мост предназначен для переправы танка через овраг. Конструкцию сооружает специальная инженерная машина. В условиях реального боя у танкистов нет права на ошибку. 10 сантиметров в сторону, и мост сломан. Танк в овраге. На биатлонной трассе макет Колейного моста построен из двух бетонных плит. Длина моста 40 метров. Ширина колеи точно соответствует габаритам танка, чуть больше 3 метров. Задача экипажа — проехать точно по колее. Если машина сваливается с моста, то команда получает штраф — 30 дополнительных секунд к общему времени. Итак, Никарагуа и Сербия у Колейного моста. Посмотрите, не вписывается в колею синий танк. Это 30 штрафных секунд. Напомню, опа! Неужели столкнулись? Да, столкнулись два экипажа. Давайте посмотрим повтор. Вот.
Никарагуанцы сваливаются с моста. И как сильно повело машину влево. И было касание с сербским танком. Но в последний момент балканцы ушли от серьезного столкновения. Все-таки вышли вперед. Какие нешуточные страсти кипят на Алабинском танковом треке. Да, танковый биатлон, чемпионат мира. У Венесуэлы вторая мишень, короткая стрельба по вертолету. Еще! Браво, в десятку. Красный есть поражение. Красная цель. Но вот такой расклад сейчас на дистанции. Представители Венесуэлы догоняют Таджикистан. Ну а сербы готовятся вновь стрелять. Итак, сербы на огневом. Отрываются они от никарагуанцев в первую очередь. Еще очередь и точно в цель. Погоня за Венесуэлой. Но пока Таджикистан, кстати, уверенно лидирует в нашем заезде. Пройден косогор. Проходит зеленый танк Эскар. Посмотрите, как здорово, насколько обученный механик-водитель. Ну а тем временем представители Никарагуа целятся по вертолету, очень долго целятся, но стреляют все-таки. И знают латиноамериканцы русские пословицы. 7 раз отмерили, 1 раз отрезали, попали с первого выстрела. General Augusto Sáenz Sandino. Luchó por la patria. Sargento Andrés Castro. Luchó por la patria. Soldado Ramón Montoya. Luchó por la patria. Это одна из речевок сборной Никарагуа. Вторая часть переводится как «боролся за Отечество». Так латиноамериканцы вспоминают национальных героев и вдохновляются перед стартом. Мы всегда стараемся каждый день делать, что для нас невозможно. Мы делаем все, что невозможно, а мы делаем, что возможно. Как покажет себя дебютант чемпионата Никарагуа, предсказывать никто не берется. Тренировались на советских танках Т-55. У нас их сняли с вооружения еще 20 лет назад. Некоторые танкисты окончили наше Благовещенское высшее танковое командное училище. Таджикистан на последнем огневом рубеже. Выстрел. И снова мимо. Продолжается эта серия. Третий промах только в этой гонке. И уже 6-я непокоренная мишень на чемпионате. Пока рано говорить о лидерстве в этом заезде, хоть и финиширует Таджикистан первым. Венесуэла готовится к последней стрельбе. И вот уже Сербия наступает на гусеницы красному танку. Кто же первым откроет огонь? Это Венесуэла, но промах. Чем ответят сербы? И есть попадание! Огневое бинго! Сегодня у балканской команды результативная стрельба на всех 3 рубежах. Какую битву мы наблюдаем на финальном отрезке? Сербия пока быстрее. На повороте догоняет Венесуэлу. Идут вровень. И все-таки желтый танк вырывается вперед. Первым влетает вброд. Но не сдаются латиноамериканцы. Догоняют сербов. Ну и курган с таким разбегом им нипочем. Теперь уже сербы отстают. Вот это борьба! И вот она, финишная прямая. Кто кого? Сербы или венесуэльцы? Нет, но все-таки мы видим, проигрывают своим соперникам балканцы. Какая красота, какая мощь! Смотрим на итоговые результаты. С учетом штрафов и времени старта, лучшей в этом заезде все-таки стала Сербия. И какие добротные минуты! 2-е место у Таджикистана, 3-е Венесуэла занимает, на 4-й позиции никарагуанцы. Ну и коротко о главном в этом заезде. Первое столкновение на чемпионате. Сербия и Никарагуа не поделили колею. У механика-водителя возникла проблема, потому что впереди нас был никарагуанский танк. Он ехал медленно и мешал. Когда Сербия обгоняла, немного задела нас, но ничего страшного. Сухая серия продолжается. Вторую гонку Таджикистан проводит без единого попадания. Тяжело с стабилизатором работать, автомат заряжания ВВД было.
Латиноамериканский рывок на финишной прямой. Венесуэла обгоняет Сербию. Борьба была, можно сказать, башня к башне. Я очень доволен тем, что мы смогли вырвать победу. Но победу, напомню, после всех судейских подсчетов вырвала в итоге Сербия. И посмотрите, лучшее время показывают пока балканцы в гонке вторых экипажей. Третье место занимают они в общей турнирной таблице, впереди только Казахстан и Россия. Отдельно отметим еще одно достижение Сербии. Это первый экипаж, который безупречно прошел Алабинскую трассу без единого штрафа. Молодцы! Антон Шипулин парнями доволен. Внимание, в третьем заезде на танковый ринг выходят Китай, Индия и Армения. Эти сборные эксперты включили в золотую шестерку фаворитов. В гонке первых экипажей мы наблюдали действительно равную борьбу в группе. Разница между лидером и третьим местом была минута 20. А в общей турнирной таблице первые экипажи пропустили вперед только нас и Казахстан. Вперед! Армения, внимание, начинает гонку на красном танке. Первое препятствие — «Змейка». Участок заграждения и маневрирования. На пути танка 4 столба, которые необходимо объехать змейкой. У механика-водителя очень узкое поле видимости. На поворотах он не видит столбы. Помогают движения, отработанные до автоматизма, и чувство габаритов танка. За каждый сбитый столб и за обход препятствия экипаж получает 10 штрафных секунд. Без потерь укращают «Змейку» армяне. Высокий темп задает механик-водитель. И теперь дело за наводчиком-оператором. Первая стрельба. Ждем. Выстрелы! Точно! Вот это уровень! В самый центр мишени попал рядовой Эдгар Нацаканян. Резвое начало у Армении. В это время со «Змейкой» сражаются представители Китая. И «Змея» пока не бросается на чужеземный танк Type 96А. Он единственный на чемпионате Made in China. Остальные машины Т-72Б3 из пацанков нашего Уралвагонзавода. Кстати, в первый день китайское ноу-хау ничем не удивило. Может быть, сегодня будут ликовать конструкторы из Поднебесной. Посмотрим. Но пока ни одного сбитого столбика на «Змейке». И, внимание, огневой рубеж. Армения тем временем старается убежать от оппонентов. Ой, заносит красный танк на повороте перед Бродом. Потеряно время, снижена скорость. И, не торопясь, входят армяне в воду. Но снова лихо берут разгон. Мчатся по колейному проходу в минно-взрывном заграждении. Китай готовится к стрельбе. Вражеский танк возник перед экипажем. Огонь! Есть попадание! Просто подарок судьбы наводчику-оператору сержанту Лиджитяню. Ведь едва в землю не угодил снаряд, а следующая цель — догнать и перегнать Армению. Индия стартовала, и нелегко дается первое препятствие желтому танку. Машина несколько раз оказывается буквально на грани. И все-таки придержала «Змейка» яд. Белый флаг показывают судьи, а это значит чисто. Молодцы. Смотрите на Армению на скоростном участке. У каждой опытной команды своя тактика ведения гонки. Внимательно наблюдаем и обязательно проанализируем перед эстафетой. Тем временем Китай решается с разбега штурмовать Брод. И покоряется танкистам из Поднебесной водная преграда. Целится индийский снайпер. И правый нижний угол пробивает снаряд. Но, кажется, не особо Индия спешит в погоне за соперниками. Парни держат свой темп, а по прошлой гонке мы помним, что индийцы предпочитают осторожничать. Едут хоть и не быстро, зато без ошибок. Первому экипажу такая тактика принесла только третье место. Как сложится, теперь узнаем совсем скоро. Ну а пока заканчивают армяне первый круг. Тихонечку взбираются на эскарп.
Преодолевают его и снова набирают скорость перед косогором. Не проблема для красного танка крутой склон. Но теперь рывок ко второму огневому рубежу. Для танкистов Армении самым сложным препятствием во время подготовки к чемпионату стала горная местность Кавказа. Полезные тренировки, особенно для механиков-водителей. Именно на них в сборной делают особую ставку. Как у нас говорят на родине, механик-водитель – это сердце танка. На прошлом чемпионате Армения буквально наступала на пятки России. В итоге почетное серебро. Для республики это был настоящий прорыв. Ведь в 2013-м сборная стала последней из всего 4 участников. Вторая стрельба у Армении. Командир за зенитным пулеметом. Оружие разражен. И пожалел красный вертолет, что попался на глаза лейтенанту Нареку Данииляну. В яблочко. И посмотрите, как торопятся армяне. Уже на ходу расстреливает непригодившиеся патроны командир. Подгоняет Армению Китай. Как резво вскарабкивается танк под синим флагом на второй косогор. У китайского экипажа пока ни одной ошибки. Уже понятно, все решат секунды. Поэтому смотрим. Не ждет командир, пока поднимется мишень. Пробует попасть. И... Как выяснилось, не зря рисковал. Дымится вертолет. Точно! Мчится синий танк за Арменией. Индия хоть и позади, но тоже не дает расслабиться. Смотрите, какую скорость набирает перед косогором. Да и вот уже на самом препятствии. Уж точно не уступают китайцам. Те как раз пылят на повороте и не позволяют танку до смерти испугаться брода в метр глубиной. На скорости лихо выводят бронированного коня на сушу. На втором огневом индийский экипаж. В первую очередь еще одна. Все, уложил мишень командир танка, сержант Прабхутапа. Смотрим, Китай оторвался от Индии уже почти на полкруга. Опасно, одним прыжком преодолевает Калийный мост. Армения пока впереди. Тем временем какой-то из экипажей, видимо, перепутал Алабинскую трассу со взлетно-посадочной полосой. Смотрите, практически взлетает танк, и это Индия. Вот что от кого не ожидали такой прыти. Подстегивают все-таки осторожных индийцев гонщики из Китая и Армении. Красный танк, между тем, на последней стрельбе. Да, здесь промаха не простят. Целится в РПГ рядовой Эдгар Нацаканян. Очередь! Еще одна, ну же! Да, с последней попытки буквально разбивают сердце мишени. Ох, лидерство Армении было на волоске. Ну и сейчас, однако, ничего не ясно. И тем не менее, Армения, хуп-тур! Это значит, вперед Армения. Экипаж из Поднебесной на огневой позиции. Как, наверное, трясутся поджилки сейчас у наводчика-оператора. Момент напряженный. Давайте просто посмотрим. Да, все мимо. Все мимо. Вот это накал. Индия готова стрелять. Первый индийский экипаж промахнулся как раз на последнем рубеже и пропустил на второе место Китай. Ну а судьба этой гонки в руках ефрейтора Кришана Кумара и... Фортуна лотерея на стороне Индии. Сегодня попадает наводчик-оператор. Теперь главное чисто откатать. Нет, непроизвольную. Финальный отрезок. Гусеница финиширует команды. Первая Армения. На втором месте Китай. На третьем представители Индии. Однако, с учетом штрафного времени, иная картина маслом.
В лидерах остается Армения, а вот Индия без единого штрафа занимает вторую строчку. Китай, увы, в этом заезде последний. Но заметим, от Армении Поднебесную отделяет всего лишь 22 секунды. Подведем итоги прошедшего заезда. Поймали кураж. Уже второй экипаж Армении не оставляет шансов своим соперникам. Я поцеловал пушку, мой механик крылья поцеловал, а командир танка НСВТ. Осторожная тактика приносит плоды. Индия проходит трассу без единого штрафа. Особых сложностей не было ни с одним препятствием. Затаился в тени. Китай пока не показывает тех результатов, которых от него ждали. Самое главное — это выбрать выгодную позицию. Итак, перед вами промежуточные результаты индивидуальной гонки. Экипаж Сербии пока удерживает третью позицию. Только за ним расположились Армения, Индия да Китай. Ну а на вершине рейтинга по-прежнему недосягаемые первые экипажи Казахстана и России. Внимание, наступает момент, которого мы так долго ждали. Сейчас на трассу выйдет второй экипаж сборной России. Но верим в наших ребят. Мы надеемся, что они сумеют покорить ту высокую планку, которую задали всем представители первого экипажа Казахстана. Напомню, эти пока недосягаемые на чемпионате цифры 27 минут и 19 секунд. Представляете? Ну и, конечно, мы не сбрасываем со счетов наших соперников по группе Анголу и Монголию. Держим кулаки, болеем за Россию. Дикое, дичайшее напряжение. Второй экипаж сборной России. Восточный военный округ. Танкисты служат в 36-й отдельной мотострелковой бригаде в городе Борзя Забайкальского края. Механик-водитель Александр Рыбаков на прошлых соревнованиях через тернии к финалу уже вел свою боевую машину. А вот командир танка Михаил Жилин и наводчик-оператор Бато Цыдыпов – дебютанты чемпионата. Сейчас уже с каждой действия уже несколько раз тысяч делали уже. Получается, в этом плане проще. Главное настроиться, как бы поймать кураж. На отборочных этапах танкисты показали отличные результаты. Но тренеры уверены, сила второго экипажа не только в скорости и меткости. Немного победок. Очень дружный, спаянный экипаж. Можно сказать, что это один организм. 3 танкиста, 3 веселых друга, экипаж машины боевой. Приветствуют ребят трибуны. Сегодня их здесь поддерживают не только болельщики со всей страны, но и любимые дамы. К Бато Цыдыпову прилетела беременная жена. А за Александра Рыбакова болеют мама и невеста. Ну, с такой поддержкой можно и горы свернуть. Посмотрим. Итак, гонку открывают представители Монголии на зеленом танке. И сразу же ждет проверка на прочность механика-водителя. Грозная змейка. Ух ты! Машина задевает столбик. Это 10 штрафных секунд. Красный по маршруту соревнования. Вперед! И, внимание, стартовал наш красный танк. Второй экипаж сборной нашей страны вперед. Ликуют трибуны, желают удачи парням-танкистам. На монгольский экипаж. Первая стрельба. Земля вздрогнула от удара, мишень даже не испугалась. Мимо. Ой, российский танк на змейке. Филигранная работа механика Саши Рыбакова. Расписные кружева на Лабинской трассе. Без штрафных секунд пройден первый участок. И вот мы уже мчимся на загрузку боеприпасов. Вообще, с первых минут чувствуется очень такой серьезный настрой у наших ребят. Боевой настрой. Ну и на загрузке видно сразу. Крепко работает команда. Даже голову не успел поднять командир танка Михаил Жилин, как наводчик-оператор Бато Цыдыпов подает сначала снаряд, потом заряд. Молниеносно действует. 20 секунд на все про все. В том же духе стараться, ребята. Тем временем на горизонте у зеленого танка Брод. Это препятствие как будто заколдованное для сборной Монголии.
На прошлом чемпионате в одном заезде они утопили сразу 2 танка. В этом году еще один, но вот пока, к счастью, все гладко проходит, но, правда, впереди еще на секундочку 2 круга. Внимание, огневой рубеж! Стреляет российский экипаж, как не просто сейчас наводчику-оператору старшине Бато Цыдыпову. Цель стоит, наблюдай. Жарко сегодня на полигоне, но вот это марево ухудшает видимость. Вот даже на этих кадрах видно, как танк, что называется, расплывается. Что уж тут говорить о мишени. И вот гремит выстрел в яблочко! Нипочем нашему танкисту капризы погоды. Опыт, вот оружие в его руках. Бато молодец, Бато! Не помешал бы упавший флажок. Бато Цыдыпов, 29 лет, родом из Республики Бурятия. Интересно, что сейчас Бато мог бы выступать в другой сборной России, по вольной борьбе. Ведь уже в 20 лет он был кандидатом в мастера. Все пророчили ему славное спортивное будущее, но вмешался его величество случай. Бато не поступил на спортфак и решил служить, как и 4 поколения мужчин в его семье. Теперь Цыдыпов – один из лучших снайперов национальной команды по танковому биатлону. Российский экипаж у водной преграды. И вы посмотрите, будто не касается дна, так и скользит по поверхности наш чудо-танк. Не сбавляя скорости, Саша Рыбаков вытворяет просто какие-то чудеса. Давай, красные обороты наваливай. Начала гонку Ангола на синем танке. Несколько сонно, по сравнению с нашими, двигаются африканцы на загрузке боеприпасов. Потратили много времени. А вот наши тем временем идут на военную хитрость. Смотрите, отворачивают башню, теперь пушка смотрит назад. Таким образом смещается центр тяжести, и можно проходить колейный мост на максимальной скорости. Удар при приземлении с центром тяжести, смещенным на заднюю часть, не собьет прицела. Вот такая находка наставников нашей сборной. Российским тренерам, военачальникам поем мы оду. Палит из пушки наводчик-оператор из Анголы, и повержен вражеский танк. Справляется рядовой Эдуардо Франсиску де Соуза. По пятам за Монголией мчится Россия. Просто какую-то феноменальную скорость развивает Александр Рыбаков. Под 70 км в час. Вращается башня. Но виртуозы наши парни. Просто настоящие виртуозы своего дела. Александр Рыбаков, 20 лет. Родом из Забайкальского края. Самый молодой в нашей сборной, но уже успел стать чемпионом в прошлом году. А ведь на тот момент он служил в армии только первый год. Тренеры сразу разглядели в нем талант механика-водителя и удивительное чувство танка. Тогда Саша и подумать не мог, что именно танковый биатлон приведет его к будущей невесте. Год назад здесь, в Алабино, он познакомился с болельщицей Татьяной. И вот сейчас она на трибунах вместе с Сашиной мамой переживает за своего героя. Российский экипаж, между тем, безупречно идет пока по трассе на пути Косогор, который успел уже многим командам подпортить выступление на чемпионате. Косогор. Это земляная возвышенность с крутым склоном под углом 10 градусов. Высота холма 3,5 метра. Длина 78 метров. Для прохождения этого препятствия рекомендуется выбирать среднюю скорость. За остановку на холме или его обход команда зарабатывает штраф – 60 секунд. Косогор – это имитация горной местности. В условиях реального боя танк не должен свалиться вниз. Пример всем показывает наш экипаж, как нужно преодолевать Косогор. Вовремя подруливает влево механик-водитель, чтобы не скатиться с холма. И уже подходит красный танк Эскарпу. Аккуратно. Касание, рывок и... стена покорена. Ну и второй Косогор. Ждем второй Косогор, и здесь все чисто. А вот и встреча, которая не заставила себя долго ждать. Мы догоняем Монголию на огневом рубеже. Так, командир, вылазь, сними флажок этот. На построение выбегает Рыбаков. Видим Жилина. Где Цыдыпов? Похоже, он не может выбраться из танка. Флагшток, который упал еще на прошлой стрельбе, не дает открыть люк. Но уже вовсю работает пулемет Монголии. Мы теряем драгоценные секунды на ровном месте. Досадно, но наш экипаж действовал по-мушкетерски. Вызволили напарника из танкового плена. Все за одного. Пули теперь готовятся ребята к стрельбе, а монголы уже покидают рубеж. Ни один из 20 патронов
так и не угодил в мишень. 60 секунд штрафа. Сейчас давайте понаблюдаем за стрельбой нашего командира, старшего сержанта Михаила Жилина. Открывает огонь! И молодец, Миша! Есть попадание! Есть попадание! Мы с вами ликуем, друзья! Ликуют трибуны! Вторая пораженная мишень у российского экипажа в этой гонке. Это уже серьезная заявка! Серьезная заявка, но не будем торопиться. Нам снова догонять Монголию. Обороты классно, догоняем. Михаил Жилин, 26 лет. Родом из Забайкальского края. В сборную России по танковому биатлону командир пытался пробиться с 2013-го. Уже тогда они с нынешним снайпером экипажа Бато Цыдыповым поставили перед собой цель. Несмотря ни на что, стать лучшим экипажем команды. И вот он, долгожданный шанс. Кстати, Миша считает, удачи на состязаниях желать нельзя. Ее желают только неудачникам. Посему пожелаем ребятам только победы. Тем временем изо всех сил пытается оторваться от нас зеленый танк. Но это напрямую. Перед бродом монголы должны сбросить обороты. И они опасаются воды, так и есть. Иное дело наш экипаж. Бесшабашно бросаемся мы в брод. Кстати, ребята рассказывают, это их любимое препятствие. Так что зря его так все боятся. Наоборот, на жаре такой холодный душ остужает машину, и танк легче идет по трассе. Пошел, молодец. Ангола сейчас на второй огневой позиции и... Все мимо. Марша. Как гепард за добычей несется наша машина в погоне за Монголией. Поворот. Рукой уже подать до зеленого танка. Да, нам нужно сейчас и попадать, и обгонять. Монголы готовятся к последней стрельбе, но и мы уже здесь. Кто первым откроет огонь? Друзья, мы наблюдаем кульминацию гонки. Ждем выстрела. И это сборная России. Пух и прах, разбита мишень. Бато Цыдыпов, браво! Браво, Бато! Настоящий снайпер сделал все, что мог. Нашему экипажу необходимо быть лучшим. Теперь все в руках Александра Рыбакова. У Монголии, между тем, промах. Пошел. Зеленый вправо ходишь, как понял. И первым уходит с рубежа российский экипаж, но зеленый танк набирает скорость, и вот уже вровень идут с нами представители Монголии. Но все-таки отрывается Рыбаков. Все, давай, механик, выжимай, Рыбаков, давай. Но вы посмотрите, соперник не сдается, тенью к нам просто прилипли. Саша, давай, поднажми. Рыбаков, догоняю тебя. В командном пункте волнения, оживления на запредельной скорости мы ныряем в воду, проскакиваем брод. Резко вырываемся вперед. Давай, Рыбаков, давай, молодец. Мы штурмуем сейчас последнее препятствие трека противотанковый ров, и все. Давай, хорошо идешь, видишь, давай, молодец, хорошо идешь. В этом заезде мы однозначно лучшие. Представители Монголии на второй позиции, и Ангола последняя с уставанием на целый круг. Без единого промаха и штрафа наши танкисты прошли трассу. Ну и очень хорошее время показали. Должно нам хватить, чтобы обогнать Казахстан, однако не будем загадывать, дождемся финальных результатов. А пока давайте остановимся на самых знаковых деталях прошедшего заезда. В плену у танка командир российского экипажа приходит на помощь своему снайперу. При загрузке на зенитный пулемет не получилось быстро высадиться и быстро провести высадку из танка, так как надо было помогать наводчику вылезти из танка. Нервы сдают, экипаж Монголии не выдерживает гонку с Россией. Я думаю, что психологически не готов, потому что они все умели, элементарные ошибки делают. Гонка по-русски быстро, точно, с душой. Второй экипаж сборной России выстреливает. Основная наша цель была показать лучшее время.
И вот они, итоговые результаты. Да, мы сделали это. Свергнут с танкового Олимпа Казахстан. Первую строчку рейтинга занимают представители второго экипажа российской сборной. Как уверенно, смотрите, отрыв почти в минуту. А на третьем месте еще один российский экипаж. А теперь внимание! Время, которое показали сегодня ребята на Лабинской трассе, 26 минут и 32 секунды. Это мировой рекорд в танковом биатлоне, с чем я вас, друзья, и поздравляю. Такой накал страстей, а ведь индивидуальная гонка, по сути, только отборочный тур для участия в полуфинальной и финальной эстафетах. Что же будет, когда начнется реальная битва за звание чемпионов мира по танковому биатлону 2015 года? Друзья, смотрите через неделю заезды третьих экипажей. Последний рывок перед полуфиналом. Я Дмитрий Губерниев и танковый биатлон. Всего доброго!